Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что выбираете быть со мной, за вашу невероятную и теплую поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет вас в ближайшие часы, в ближайшие дни? Если тема интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на себя, а лучше задайте вопрос от своего имени. И давайте вместе посмотрим, что вас ждет, что с вами будет, что судьба вам готовит. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, паучок лезет вверх. Хороший знак, очень хороший. Хоть и паучок небольшой, смотрите, как лапками карабкается вверх. Это удача, это везение, это что-то очень хорошее произойдет. Неожиданное, но очень и очень хорошее. То, что повлияет на вашу жизнь, то, что повлияет на вашу судьбу. Светлое, доброе событие для вас. У кого-то еще отыграется, что вот в самый такой тупиковый либо сложный момент жизни вот прям хорошее случится. Вы тут вон прям в шоке. Радость, удовольствие. Прекрасное состояние души и тела, да. Наоборот, вы прям там готовились к худшему, да, а случится лучшее. Ну и слава Богу, тьфу-тьфу-тьфу, во благо вам. Так, ну а вот здесь смотрите, какая звезда. Ой, ну не звезда, а красавица. Звезда — это про вас. Это про то, как вы будете себя вести и то, как к вам будут относиться. Вы обратите на себя внимание нужных людей, либо в принципе всех людей, и в том числе и нужных людей. О вас будут говорить как о звездочке. Мужчина и женщина одинаково предсказания. Здесь не обязательно про внешние данные, здесь и про глубину ума, и про умение подать себя, и про умение действовать в каких-то экстремальных, сложных ситуациях. Я не могу сказать, что вы зазвездитесь, но вы явно получите популярность, известность. Ну, а если вы начинающий блогер, либо человек, который пытается в медиасекторе, да, добиться каких-то успехов, вот он ваш звездный час, вот она ваша звездочка. Ну и еще эта звездочка говорит о каком-то очень ярком исполнении желания, исполнении мечты. Тоже по линии жизни у вас выходит эта звездочка, причем в самом начале. Вот здесь вам, понимаете, вот прям до дрожи идет такое, вот прям дрожите от такого прекрасного события. Ну, либо вам будет настолько приятно, что люди на вас обращают внимание, что люди о вас говорят, либо наконец-таки вы добились своего желанного успеха. Вообще отсыпка очень интересная, да, тут и паучок, и звездочка, и тут вы еще и молнии пускаете. Молнии пускать будете, разбираться, с кем-то будете разбираться, отстаивать себя, отстаивать свою правоту, либо даже кого-то защищать. У вас две молнии в правой и в левой руке. В общем, никому не поздоровится, и я вижу, что вы будете вполне себе грозным человеком, можете внушить кому угодно что угодно, и вам никакого противостояния не будет. Возможно, да, так вот все получится, что вся ситуация будет в ваших руках, и никто вам ничего сказать не может. Вот как вы сказали, так и будет. Либо если вдруг какая-то несправедливость, нечестность произошла, да, вы сможете пойти и людей наказать, либо призвать их к ответу. Молнии — это достаточно серьезно. И еще, мои хорошие, если вы практикуете, если вы эзотерик, если вы маг, если вы, допустим, даже самоучка, да, вот такой самородок, да, вы никаких там суперкурсов не заканчивали, у вас нет этого, сертификата, да, что вы там маг в 110-м поколении, то здесь сила в руках, сила, которая приводит к исполнению задуманного. То есть вы будете, грубо говоря, творить чудеса, либо чудеса из ваших рук будут исходить. Вот. Так что ничего не бойтесь, не переживайте, все получится. Вот главное, чтобы вы сами не испугались. Ну, а те, кто с вами рядом, вы их там заранее подготовьте, скажите, что вы умеете, да, можете. Вот. Молнии будут, они небольшие, но они есть. Еще раз, да,
Кто практикует, значит, будете творить чудеса. Для тех, кто будет с кем-то разбираться, наводить порядок, либо отстаивать свои интересы, вас уже не остановить. Люди устрашатся с вами спорить, либо пытаться что-то там в другую сторону вывернуть. Вы непререкаемый лидер, да? Вы умеете ситуацию поставить в такую позу, которая будет выгодна именно вам. Прям две молнии в двух разных руках. Дальше показывают встречу с прошлым. Встретиться вы можете как в прямом смысле слова, да, так и, например, там, на просторах интернета. Здесь, скорее всего, имеется в виду человека с прошлого. Человек очень сильно изменился, а вот вы либо практически не поменялись, либо стали лучше, чем прежде. Услышите 1001 комплимент, и все эти комплименты будут правдивыми. И также вот какие-то воспоминания, да, воспоминания прошлых дней, либо, может быть, у вас отношения были, либо вы дружили. Вот что-то вы будете вспоминать, вот как ностальгия даже какая-то пойдет. Вам даже потом снится что-то, может, из вашего прошлого. Вот как встречу показали. Может быть, вас кто-то в соцсетях найдет, а может быть, вы где-то будете находиться и встретите, лично человека, да? Прям наговоритесь от души и много-много воспоминаний. Вот как ворох воспоминаний, все это вы как заново проживаете. И очень много комплиментов вы слушаете по поводу того, как вы выглядите, да? И это все будет правда, так оно и есть. Тот человек прям очень изменился, как время не пощадило. А у вас наоборот, вы как в криокамере прожили, либо наоборот, да, как в лучшую сторону изменились, да, краше стали, моложе стали выглядеть. В общем, все это вы услышите. Вот здесь какой-то человек от вас отстанет, вот как руку, знаете, вот схватили вас за руку, а потом человек отпускает. Долго держал этот человек вас за руку, то ли вам что-то не позволяли делать, то ли человек что-то вам запрещал, то ли человек, в принципе, так мертвой хваткой вцепился, да, что-то было нужно. В общем, освободит. Вас этот человек освободит. Что-то тут такое будет происходить, что этому человеку будет не до вас, и человек вас отпускает. Воспользуйтесь этим моментом и старайтесь как можно дальше от этого человека отойти и больше к себе не подпускайте. Вообще мне идет, что здесь как божественная воля, либо ангелы, да, вот как что-то его отвлечет, либо ее отвлечет, и человек освободит эту хватку. Воспользуйтесь этим моментом. Следующий такой момент вам будет предоставлен, как не скоро. Вот. Кто мечтал от кого-то освободиться, избавиться от влияния, давления, воздействия, вот прекрасный шанс, прекрасная возможность. Там человека отвлекут, вот реально отвлекут. Вот вы, смотрите, не мешкайте, освобождайтесь и бегите куда подальше. Такая возможность вам будет. Так, еще здесь какая-то информация раскроется. Информация, с которой вы долго будете пытаться смириться. Что-то такое, чего вы явно не ждете, либо, в принципе, об этом не думали. В общем, как здесь вывалят вам на голову снега. Да? Хоть у нас сейчас и весна, представьте на минутку снег на голову. Прям такой шок, отрезвляющий шок. Какую-то такую информацию узнаете. У вас даже голова может из-за этого заболеть, да, потому что вы думали одно, а на самом деле это совершенно другое, и какие-то такие непостижимые вещи. Так, не пытайтесь головой понять, просто примите как данность, да, это уже случилось. И та информация, которую вы получите, она будет прям 100% правдивая. Да, так иногда бывает. Как шок-контент какой-то мне идет. И еще очки. Кто у меня носит очки? Берегите свои очки в коробочку, в футлярчик, да, подальше. Особенно если у вас там дети, либо очень неуклюжие члены семьи, да, вот прям сломанные очки показали. Могут случайно задеть, случайно сломать, а потом проблема, да. Особенно если вы без очков прям совсем никуда. Вот, очки нужно беречь. Это прям так предупредили. Так, здесь у меня еще женщину показали.
женщина, которая чем-то заниматься начинает, вот как пробует что-то, да, это как проба пера, да, вы еще не нацелены конкретно, вы просто пробуете. Вот, у вас очень хорошо получится, и здесь как дело само в руки просится. Можно сказать, что вам это дело по судьбе, что бы это ни было, там, вязать, шить, готовить, может быть, бизнесом каким-то заниматься, вам это дело по судьбе, у вас сразу получится. Так что вот эта проба, да, первый блин, он не комом у вас пойдет, а наоборот, вот прям идеально получится. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот это вам знак свыше, что именно своим занялись. Не чужим, не посторонним, а именно своим, да, дело по судьбе. Так, стрекозу еще показали. Ну, это какая-то беззаботная женщина, которая вас куда-то будет то ли звать, то ли приглашать, то ли попросит, чтобы вы компанию составили. Женщина, с которой вы не сильно там дружите, общаетесь, ну, постольку-поскольку, вот она именно к вам прицепится. Вот пошли и все, вот поехали и все, давай вместе, да. Не слушайте вы эту женщину, она не знает, что она делает, либо она вообще не разбирается в том, что она делает. Может завести вас в такие дебри, либо в такую дурную компанию, что потом прям будете сидеть и думать, как отсюда сбежать. Вот. Она не путевая, и лучше вообще с ней никаких дел не иметь. И то же самое, если у вас есть дочка либо внучка, и там есть такая подружка, да, которая вот без царя в голове, лучше никуда не отпускайте своих девочек, да, от греха подальше лучше не надо. Дальше показывают башню, но башня, она у вас прям такая четкая, высокая. Но башни обычно показывают здоровье и также могут показать дела, да. То есть дела настолько хорошо идут, что не подкопаешься, либо улучшение, да, там, в бизнесе, на работе. Ну и также самочувствие. Вы сильны как никогда, прям чувствуете, что вот все могу. Все могу. Вот за что не возьмусь, все могу. Тьфу-тьфу, слава богу, прям, да, на ближайшие дни прогноз хороший. Так, а вот здесь мужчина. Мужчина в женском платье. Ну, я надеюсь, что он не будет в нем ходить по улице, да. Больше, наверное, идет информация о том, что мужчина будет выполнять какую-то женскую работу, да, на себя возьмет, там, может, готовку, уборку, присмотр за детьми, а может быть, даже гладить будет, либо стирать. Ну, что-то стирать, наверное, уже дело нетрудное, да, у всех есть стиральные машины, но тем не менее, вот он на себя надевает женское платье, но вы этому не рады. Да, возможно, вы не этого от него ждете. Но пока он способен только лишь на это. Да, может быть, у него все еще впереди, либо еще время его настанет, но пока он больше как по дому у вас помогает. Вот. Ну и, конечно, он тут рассчитывает на похвалу и сам себя будет хвалить. Вот. Ну, там, не ругайтесь с ним по этому поводу. Пусть хоть так, но как-то вам помогает. Так, а вот здесь у меня какие-то то ли соседи, что-то с соседями связано. У кого-то как новые соседи идут. Новые соседи, либо как соседство какое-то. Очень приятные люди. Там очень приятные люди, очень приятная семья. Такой мужчина болтливый, а женщина серьезная. И вот вижу, что с этими людьми у вас в будущем сложатся просто прекрасные отношения. Возможно, с первого взгляда, при первом знакомстве они вам не очень понравятся. То есть вы скажете, ой, женщина такая вот прям молчит, да, только смотрит из-под лобья, а мужчина прям болтает как не в себя. Но в будущем я вижу, что будут прекрасные у вас взаимоотношения. То есть не судите по первому взгляду. Можно вы расстроитесь и скажете, о боже, какие-то ненормальные будут рядом со мной жить. На самом деле очень приличные люди, и вы будете дружить, и даже не просто дружить, вы, возможно, даже в какой-то степени будете ощущать этих людей даже как членами своей семьи. Вот настолько у вас все хорошо сложится. Но это будет в будущем. А пока не судите по первому взгляду, да, по первым минутам общения, потому что вам явно не понравится. Так, у кого-то очень длинный и острый язык. Человек этим языком, как жалом, пытается вас уколоть. Ну, такие попытки будут. Здесь скорее, знаете, как... Нет, это не критика, это скорее какие-то укоры. Да? Вот человеку хочется, чтобы вы себя чувствовали виноватой и виноватым, чтобы вам было плохо. Человек вот как несколько раз пытается вас ужалить этим жалом. Вот. Вам нужно быть невосприимчивым к этому жалу. И старайтесь в такие моменты
не оправдываться, не пытаться оспорить, просто игнорируйте. Для этого человека самый страшный ответ – это игнор. Да? Ну, потому что желание хоть чем-то вас уколоть, а вы тут игнорируете, показываете, что вы стена, либо скала, и человек прям будет выходить из себя и как надорваться даже может, расстроиться очень сильно. Может быть, это отобьет охоту этого человека дальше вас колоть. Еще это с правой стороны, да, возможно, кто-то из своих, не чужой человек, именно из своих. Вот. Просто будьте равнодушны и вообще сделайте вид, что вы не слышите, что вы вообще не понимаете, о чем речь идет. Да? Вот это будет самый лучший ответ. Так, здесь какой-то мужчина пытается за женщиной ухаживать. Мужчина как-то много всего будет предлагать, либо много о чем будет говорить. Красиво, складно рассказывать о том будущем, которое вас ждет вместе с ним. Да, он красиво говорит, и он очень убедительный, но, знаете, одно дело говорить, другое делать. Да? Вот, не забывайте об этом, не забывайте. Еще этот мужчина немножко ленивый. Дайте этому мужчине себя заговорить. А то он, я вижу, мастер слова, но, к сожалению, не мастер дела. Да, обещать он, конечно, гораст. Так, еще найдете то, что очень долго искали. Может быть, в прямом смысле слова, может быть, в переносном. Допустим, вы хотели что-то приобрести, да, у вас были какие-то запросы, но вы не знали, что это, либо не могли определиться с брендом, с маркой, с функционалом, может быть, не могли определиться. Да, вот найдете идеальную модель. И также, возможно, вы что-то потеряли, даже вот дома, например, потеряли. И вот весь дом несколько раз на уши поставили, но, к сожалению, найти не смогли. Вот найдется и будет очень приятно. И это, кстати, добрый знак. Добрый. Для вас это добрый, сулит вам только хорошее. Тут и паука, и звезду показали. Понятно, что находка тоже вам добрый знак будет идти. Здесь у меня женщина за мужчиной ухаживает. Это может быть муж, это может быть парень, это может быть взрослый сын, может быть брат или отец. Вот прям будете ухаживать. Каприз. О, какой он капризный у вас. Вот как маленький, хуже, чем маленький ребенок. Прям будет хотеться вот чем-то его треснуть, да, за его капризы. То не хочу, микстура горькая, горчичники жгут, такой весь нежный, слишком горячее, холодное, да, то мне холодно, то мне жарко, принеси, подай. В общем, гонять вас будет. Вот. Что есть, то есть. Это же ваш мужчина. Что поделаешь? Надо будет потерпеть. То ли простудился, то ли что-то у него болит. В общем, будет вести себя максимально капризно, максимально раздражающе. И вам придется это вытерпеть. Я так понимаю, что с больным ругаться. Да? Тем более я вижу, что вы его жалеете, вы его любите, вы к нему с душой относитесь. Немножко вам нервы потрепет своим таким отношением и поведением. Но это, правда, временно, да, пока не поправится. Как только поправится, сразу станет прежним, обычным станет. Вот эта капризность его уйдет. Так, вот здесь пиковая масть. Пиковая перерастает в трифовую. Пиковая – это ударная масть, а трифовая – это все-таки связано с казенными домами, с казенными делами. Возможно, вам какой-то отказ дали, либо у вас какие-то прям блоки были, да. Может быть, вы очень сильно переживали, будет, не будет, да, нет. Может быть, сказали нет, но вы пробуете это изменить на да. Здесь четко показали, что переход из пиковой в трифовую. То есть там, где было нет, будет да, там, где был отказ, будет согласие, там, где вас не принимали, вас с удовольствием встретят. Вот. И также, например, с деньгами, с работой может быть связано. Если вы переживаете, что, о боже, нет зарплаты, где моя зарплата, то пойдете в казенный дом, зарплату получите. Да? То есть либо бухгалтер выдает, либо если маленькая фирма, может, начальник сам выдает, а может быть, в банк пойдете, там денежку свою получите. То есть меняется, трансформируется, меняется. Кому-то подарок вы будете делать. Может быть, специально, да, будете для кого-то подарок приобретать. А может, вы просто кому-то что-то не нужно дадите. Так иногда бывает, да. Вот вам не нужна эта вещь, а другому человеку это прям за счастье эта вещь. Вот. Тот, кому даете,
своей благодарностью вас просто достанет, да, вот человек прям благодарит, вы такая, ну все хватит, если бы я знала, что ты будешь меня так сильно благодарить, я бы тебе ничего не дарила, да, прям будет за вами ходить, и там еще названивать будет, и смсить станет, вот много-много слов благодарности идет. Ну, может быть, человек такой благодарный, а может быть, этому человеку никогда никто ничего не давал, не дарил, да, и поэтому такая реакция пойдет. Даже в какой-то момент пожалеете, скажете, блин, вот это я попала, да, теперь до гроба жизни будет меня благодарить. Так, кольцо. Кольцо с маленьким камнем с левой стороны. Если вы носите кольца с камнем, маленький камень, небольшой, прям сейчас проверьте все на нем вот эти зажимы, да, потому что что-то может пойти не так с левой стороны. Камень может потеряться. Вообще лучше отнести, наверное, в ювелирку, пусть вообще проверят, может там крепление чуть-чуть уже как поизносилось. Вот предупреждают о том, что камень может потеряться. Но если мы говорим в переносном смысле слова, вы, например, ждете, да, что вам что-то будут предлагать, пока этого не произойдет. Там, в ближайшие дни точно не произойдет, в ближайшие 2-3 дня, ну до конца недели точно нет. Как что-то сырое, не готово, либо решения еще нет. Вот. Ну а если кольцо, то проверьте обязательно вот эти зажимы, крючки или что там обычно на кольцах, потому что камушек может выпасть. Так, еще показаны шторы, которые открыты. Ну, либо вашему дому не хватает света, да, может быть, вы часто шторы держите закрытыми, то есть почаще открывайте, как бы такая есть необходимость, запрос у вашего дома, жилища, где вы проживаете. Ну и также, допустим, если мы говорим в переносном смысле слова, какая-то тайна раскроется. Тайна, секрет, то, что люди, например, там прятали и скрывали. Да? Вот шторы раскроются, свет войдет. Ну, в любом случае, как бы неплохо. Но, а если дома, то, пожалуйста, почаще, не знаю, проветривать, может быть, надо. Ну, и чтобы свет заходил в ваш дом. Так, маленькая птичка сладко поет о приближении чего-то либо кого-то. Здесь еще не само событие. Здесь, скорее всего, вы узнаете, что запланировано событие, либо что-то будет происходить чуть-чуть попозже. Подготовку начнете с правой стороны. То есть это ваше событие, либо будет происходить в вашем доме. Вы начнете такую прям бурную деятельность, будете готовиться задолго до того момента, когда событие произойдет. Ну, вы такой человек, вы, скорее всего, по-другому не можете, да? Вы любите, чтобы у вас все было готово, чтобы все четко было, чтобы не было там суеты, паники. Ну, молодец, да, заранее подготавливайтесь. В самом венце, смотрите, здесь человек на лошадке, верхом сидит, вправо едет. А кто-то лошадку прям пытается за ножки схватить, за задние ножки, как остановить эту лошадку пытаются. Сразу хочу сказать, кто бы вас не останавливал, кто бы вас не критиковал, остановки не будет. Лошадка сильная, лошадка справится, она вас куда надо привезет. И даже если кто-то устраивается на работу и есть какие-то сомнения, либо вам сказали, что ну, там под вопросом, у нас еще есть 1000 кандидатов, и маловероятно, что вы подойдете, вас обманули, это не так. Я вижу, что вам кататься на этой лошадке, ну, либо вашему близкому человеку, и в правильном направлении лошадка едет. Она едет слева направо, то есть во благо. Это пойдет вам во благо. Может даже какая-то критика на работе быть, что там вам скажут, что вот будем разбираться, там виновных уволим, ну, либо обвинения какие-то, ну, вам ничего не грозит. Нет, вам ничего не грозит. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.